Всем привет! Это наше с Тыныстаном Асыпековым расследование. Он подготовил материал на кыргызском языке. Его можно посмотреть на YouTube-канале Тимиров Лайф на KG. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие наши расследования. Неделю в Кыргызстане находился VIP-самолет Gulfstream 280 польской авиакомпании. Рейс Рига-Бишкек и обратно обсуждалось в социальных сетях на прошлой неделе. Максим Бакиев, Валерий Белоконь, Алексей Шершов и Елисеев – это основные кандидаты возможных гостей, предложенные пользователями. Но обо всем по порядку. Вот так выглядит самолет с бортовым номером SP-NVM. Превосходные характеристики, абсолютный комфорт и доступ к любой точке мира, говорится в рекламе на сайте производителя. Так вот, 13 сентября вот этот самый самолет прилетел из Риги в аэропорт Манас и 17 сентября улетает обратно в Ригу. По данным специализированных сайтов, средняя стоимость аренды подобного самолета стоит $5650 в час. Мы посчитали. Рейс Рига-Бишкек и обратно обошелся неизвестному гостю в $48 тысяч. Так кто же заплатил стоимость двухкомнатной квартиры в Бишкеке, чтобы анонимно посетить нашу страну? С таким вопросом я обратился к читателям у себя на странице в Facebook. Ответы в комментариях были разные, но все так или иначе касаются сына беглого президента Максима Бакиева. Первая версия пользователей социальных сетей – это Алексей Елисеев. Был заместителем Максима Бакиева в ЦАРИ до революции 2010 года. В 2011 году подал прошение об убежище в Латвии из-за политических, как он говорит, преследований кыргызстанских властей. Вторая версия – Алексей Шершов считался приближенным Максима Бакиева. Во времена правления их клана возглавлял стратегический завод «Дастан». Он так же, как и Елисеев, связан с Латвией. В 2018 году именно в этой стране их допрашивали по делу ТЭЦ. Третья версия – Валерий Белоконь, бизнес-партнер Максима Бакиева. Как мы знаем, латвийский бизнесмен до 2010 года возглавлял банк «Манас», который подозревали в отмывании денег в значительных масштабах. Четвертая версия – сам Максим Бакиев, сын беглого президента, ставший успешным бизнесменом по случайному совпадению именно во времена правления его отца. Этой версии придерживается соотечественник из Швеции Сыргак Абдылдаев. Он выпустил несколько постов в Facebook, ссылается на собственные источники. Как сообщают мои источники, с 16 на 17 сентября в Бишкек прилетал Максим Бакиев на частном самолете Gulfstream G280. Ретур-рейс Лондон-Рига-Бишкек, сообщил нам Сыргак Абдылдаев. Впрочем, есть два факта, которые не совпадают с его историей. Gulfstream прибыл в Бишкек 13-го. То есть, если Максим Бакиев прилетал, то пробыл как минимум 4 дня. Во-вторых, как показывает история полетов, самолет в Лондоне не появлялся. Борт прилетел в Ригу из Польши и улетел обратно в Польшу. Именно там базируется авиакомпания. Впрочем, Максим Бакиев теоретически мог в случае чего погостить у друзей и вполне мог добраться до Лондона другим самолетом. В Лондон этот борт не летал, но полетел с 27 по 29 сентября из Малаги в Женеву. И по случайному такому совпадению туда же вылетела группа переговорщиков с Интера Голд по Кумтору. Камчоек Ташиев, Акылбек Джапаров и Тенгиз Болтуруков. 27 сентября было объявлено, что Камчоек Ташиев вылетел в Женеву, а завершение переговоров обнародовали 30 сентября. По открытым источникам подтвердить информацию о том, кто же анонимно на неделю прилетал в Бишкек, нет возможности. Но если анонимный пассажир был не просто туристом, а действительно приезжал на встречу с высшим руководством страны, то информация об этой встрече имеет общественное значение. А если это был Максим Бакиев, то и вовсе появляется множество вопросов как к самому олигарху, экс-чиновнику, заметьте, так и к действующей власти. Ну и напоследок еще одна проверка полетов. 30 сентября журналист Замир Казакбаев написал пост. Он утверждает, что Алексей Шершов прилетел 28 сентября в Бишкек на личном самолете
поселился в гостинице «Орион» и встречался с действующим директором завода «Достан». Экс-директор завода и соратник Максима Бакиева должен был улететь 1 октября. Мы проверили, и действительно 28 сентября в 5 часов дня в аэропорт Манас приземлился самолет неизвестной авиакомпании Panaviatic-14. Борт Embraer Legacy 600 пробыл до 1 октября. И в самом деле самолет прилетел из Риги и вылетел в Киев. В Кыргызстане мало что можно утаить, что-то можно подтвердить, а что-то не удается, но в этой истории уж слишком много совпадений. Впрочем, делайте выводы сами. С вами был Болот Тимиров, подписывайтесь на канал, до новых встреч.